Сян Седуслар. Всем здравствуйте! Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу, и здесь мы изучаем татарский язык. Тема сегодняшнего нашего видеоролика – татары и Китай. Казалось бы, что общего может быть между татарским языком, на котором люди говорят в Поволжье, и китайским языком, который используют в Поднебесной? У нас разная культура, разная письменность. Нас разделяют тысячи километров лесов и степей. Но, друзья, на самом деле, если копнуть немного глубже, здесь проявляются некоторые неоднозначные параллели. И это не просто какие-то случайности, а результат многолетнего взаимодействия кочевников Великой Степи и оседлой цивилизации Китая. В сегодняшнем видео разбираем, как культура чая объединяет нас, почему мы мыслим о небе одним и тем же образом, а также чем татарин похож на китайца. Досматривайте видео до конца, и ваше понимание истории Востока изменится навсегда. Итак, предлагаю начать с самой базы, а именно со схожести татарского языка с китайским языком. Татарский язык сам по себе относится к тюркской языковой группе, а вот китайский язык относится к сино-тибетской языковой группе. Скорее всего, непосредственного родства у них как такового нет, но имеется мощнейший пласт заимствований. И первое слово, на которое мы обратим внимание, будет, конечно, слово «чай». В китайском языке слово звучит как «ча», а вот по-татарски мы скажем «щай». И, как я еще упоминала ранее, это не просто какой-то чай или просто чаепитие, а очень большой элемент культуры народа. В татарской семье чай всегда подавался в маленьких чашечках, пиалах. И если вы обратите внимание на китайскую чайную церемонию, никогда никакие большие чашки, бокалы там не ставились, а всегда выбирался маленький размер посуды для того, чтобы насладиться каждой каплей этого прекрасного напитка. Следующий момент. В татарском языке слово «рис» звучит как «дыгэ», а вот по-китайски рис – это «дао». «Дыгэ», «дао». Я думаю, вы улавливаете общий созвучный корень. Следующий момент – слово «чаша». По-татарски звучит как «чан», а вот в китайском языке активно используют слово «джан». «Джан». Я сейчас на экране также укажу написание, думаю, данного иероглифа. Следующий интересный аспект, а именно о том, как мы говорим о небе и о божествах. Самое удивительное сходство заключается как раз-таки именно в этом. Главное божество древних тюрок – это божество Тенгри. Также укажу на экране, как это слово записывается. Это олицетворение вечного синего неба. А вот в китайской философии высшая категория, высшее божество звучит как слово «тянь». Тенгри, тянь – удивительно схожие слова. И в культурологическом плане, что китайцы, что древние тюрки всегда полагали, что исход боя, исход дальнейших событий зависит именно от того, как небеса отнесутся к ним. И в данном блоке видеоролика предлагаю посмотреть, чем культура татарского народа схожа с культурой китайского народа. Интересный момент с чаепитием мы отметили. Действительно, культуре принятия чая уделено огромное внимание. Сейчас немножко об уважении к старшим людям в татарской и китайской семье. Ситуация абсолютно идентична. К мнению самых старших членов семьи обязательно прислушиваются. Их слово важное, нужное, потому что эти люди прожили жизнь больше, чем мы, и имеют свой ценный многолетний опыт.
Третий момент, а именно интересная схожесть с календарем. Друзья, я думаю, вы знаете, что у татар до принятия ислама существовал 12-цикловый календарь, который назывался Мешаль. И каждый цикл календаря адресовался к какому-то определенному животному. Да, даже сейчас некоторые бабушки в деревнях знают, в год какого животного они родились. А что же происходит в Поднебесной? Тот самый известный на весь мир китайский календарь с 12 животными. И здесь схожесть заключается в том, что когда-то давно и китайцы, и татары посчитали, что влияние космоса, звезд, астрологии, духа какого-то определенного животного все же влияет на судьбу человека. Общие животные символы – это тигры, змеи, драконы. Далее, друзья, интересный момент. Схожесть кухонь. Чем китайская кухня может иметь схожести с татарской кухней. В татарской кухне есть такое блюдо манты. Я думаю, вы все его знаете. А вот задолго до этого в Китае выпекали такие лепешки из теста, внутри которых предполагалась некоторая начинка, и они назывались мантоу. Манты, мантоу. Я думаю, вы улавливаете, что слова очень созвучные. И даже известные китайские пельмени – это не просто элемент кухни, это не просто еда. Китайцы относятся к ним тоже с некоторыми интересными смыслами. Они означают символ благополучия и богатства. Китайцы сравнивают их с золотыми слитками. А в татарской культуре у нас есть такой интересный момент, как манты для жениха. Если кто-то из вас знает, и суть заключается в том, что когда он съест эти манты, он также будет богат, здоров. Вообще, друзья, на самом деле, культура заворачивания мяса в тесто пришла в Китай от тюркских народов. Интересный еще один момент. Сравним общую адресованность в китайской и татарской культуре к природе. Если вы обратите внимание на старинные татарские дома, там постоянно есть элемент цветов, каких-то завитков, элемента воды. А вот здесь вот в китайской культуре мы находим отдельное направление фэн-шуй о гармонии человека с природой. Такой момент также у нас присутствует. Ну и крайне завершающий элемент культуры татарского и китайского народа, а именно отношение к гостям. В Китае гость – это не просто какой-то нежеланный человек, всегда гостю уделяется огромное почтение. Обязательно сделать так, чтобы в гостях, если к вам пришел гость, не возникло никаких неловких ситуаций, иначе он потеряет лицо, почувствует себя некомфортно. И, конечно, давайте вспомним, какое отношение к гостям в татарской семье. Гости никогда не оставят голодным, обязательно дадут в дорогу куштанеш, гостинцы, и постараются создать максимально приятное, хорошее впечатление от визита. А также давайте не будем забывать о том, что была эпоха Золотой Орды, а также китайской династии Юань. В то время китайцы и татары могли пересекаться на территории Пекина, обмениваясь общими знаниями о том, как делать бумагу, как создавать порох, вплоть до того, как нужно управлять государством. Друзья, действительно, возможно, ученые пока не находят общих родственных связей между татарской и китайской культурой, но я думаю, что это все же, если даже не родственники, то очень старые и близкие соседи. Нас связывают слова, привычки и тысячи лет общей истории на одном континенте. Понимая это, мы начинаем не разделять мир на какие-то отдельные куски, а относиться к этому как к огромной сети, где каждый узел важен. Что думаете вы?
Находите ли вы сходство татарского и китайского языка? Напишите ваше мнение в комментариях. Как обычно, хочу напомнить о том, что если вы заинтересованы в изучении татарского языка, то я уже позаботилась об этом моменте, подготовила для вас все необходимые материалы. К приобретению для всех начинающих доступен суперэффективный курс «Татарский язык с нуля», запись на индивидуальные, парные и групповые занятия со мной, а также наш воскресный языковой клуб для учеников чуть более продвинутого уровня. Вся информация о том, как связаться со мной, в комментариях к этому видео. Барзда умышлар. Всем удачи!